Нельзя понять историю Крыма и то, что творилось в Крыму, если очертить кругом там, или стеной полуостров и пытаться разобраться, а что же в нем такое случилось. Дело в том, что в Крыму случалось то, что происходило на соседствующих территориях. А на соседствующих территориях происходило то, что происходило в континентальных масштабах. В Европе, в Азии и даже немножко в Африке, потому что по морю Крым был связан и с Африкой. Но, конечно, самое важное значение имели процессы евразийские. Крым, не самое удачное, может быть, сравнение, но это мешок, колба. Это почти остров. Не случайно на крымско-татарском языке он звучит как Ешиляда, одно из названий. Но все-таки это не остров. И, кстати говоря, в этом смысле история Крыма заметно отличается от истории, допустим, Британии, которая явно островное государство. В Крым есть 3 основных пути. Это сухопутный через Перекоп. Это почти сухопутный, почти так же доступный, как тот сухопутный, это через Керченский пролив, особенно зимой, по льду. И это морской. И все эти 3 пути объективно делали Крым перекрестком. В Крым легче всего было зайти со стороны Перекопа. И фактически удержать кого-то от того, чтобы он вошел со стороны Перекопа, было невозможно. Один из феноменов истории Крыма, над которым как-то никто не задумывался, заключается в том, что Крым всегда было легче захватить, чем удержать. Вот странное дело. Почти каждый новый пришелец в Крыму достаточно легко выигрывал войну и захватывал Крым в свое подчинение. Если вы посмотрите все, что происходило в Крыму, начиная с античных времен, и вплоть до событий Второй мировой войны, вы в этом убедитесь. Кто наступал на Крым, тот его и захватывал. Сопротивление, конечно, было возможно, иногда оно было героическим, но, тем не менее, никогда сопротивление и оборона Крыма не завершались успешно. Успешно завершались атаки на Крым. Странно, но этому есть объяснение. Другое. Сухопутный путь, он очень быстрый по сравнению с морским. Но зато морской путь более постоянный. То есть в силу каких-то причин, ситуации вокруг Крыма сухопутный путь может быть перекрыт. Морской путь почти всегда открыт. Он медленный, он не такой интенсивный, но он не менее важный. И само соприкосновение сухопутных путей ввода в Крым, входа в Крым и морского пути, а входом по морю в Крым является практически все его побережье, по крайней мере, 5-6 хороших бухт, в которые достаточно удобно, легко зайти, они действительно превращали Крым в перекресток. Ну и что? Но в самом деле ничего, если бы не, как ни странно, бедность Крыма природными ресурсами. Это довольно дико звучит на первый раз. Как так? Благодатный климат, горы, теплое море, тра-ля-ля. Это все для туристов. Это все для туристов, которые приехали на неделю, на месяц, на 2, которым продукты привозят не из Крыма, или, по крайней мере, не только из Крыма, у которых есть сообщения со всем миром, которые не вынуждены здесь, в Крыму, жить и зарабатывать себе на жизнь, и обеспечивать эту жизнь. Понятное дело, что климат Крыма, он мягче, чем, скажем, за Северным полярным кругом или даже в средних широтах. Но когда, допустим, еще в доисторические времена кроманьонцы, неандертальцы, и те, и другие побывали в Крыму, жили в Крымских горах, то надо понимать, для того, чтобы понять, что такое жить в Крымских горах, попробуйте, скажем, не сейчас, не в январе, а хотя бы в октябре, 1-2 недели пожить в Крымских горах. Без каменного топора, без спичек, без телефона, без одежды, которую вы можете купить, а просто так выйти и начать там жить. В пещере, попробуйте в пещере. Питаться, говорят, что в Крыму много кизила, диких ягод, вперед, травы, собирайте их охотитесь за зайцами, фазанами. Намного ли вас хватит?
Одна из проблем Крыма заключалась в том, что природные богатства Крыма, которые есть, в том числе в Крыму есть и железная руда, известно, что на шельфе есть газ, который выкачивается сейчас, они, в общем-то, стали доступны только в результате технологий, которые появились в последние 100-200 лет. А единственное, чем был богат Крым на самом деле, и это в свое время сыграло свою роль, это выходы кремниевых пород, из которых было удобно делать, относительно удобно по тем временам, каменные изделия, каменные орудия. Поэтому вот в силу того, что Крым был на стыке возможных путей миграции людей, перемещения людей, и в том, что он был относительно беден собственными природными ресурсами, объективно сложилась ситуация, когда население Крыма, кто бы оно ни было заинтересовано в торговле. И не просто в торговле, потому что Крыму очень мало было что предложить самому. Потому что если ты хочешь взять товар со стороны, ты должен дать что-то взамен. Даже если нет денег, что-то предложить взамен. А предложить взамен, особенно в древнем, в античном Крыму, было мало что. Это означало, что для того, чтобы предложить взамен кому-то, нужно было что-то взять у другого. Таким образом, Крым превращался не просто в торговый центр, а он превращался в центр транзитной торговли. То есть, когда товары, пришедшие по одному пути, менялись на товары, пришедшие по другому. И как только транзитные пути по каким-то причинам пресекались или переставали быть эффективными, или движение по ним приостанавливалось, Крым переходил в кризис. Но об этом мы увидим, поговорим позже, это проявилось значительно позже. Другая очень важная особенность Крыма – это нехватка воды. Вода – это не просто вообще природный ресурс или полезное ископаемое, это первейшее условие жизни людей. И специфическая, собственно говоря, физическая география Крыма и деление Крыма на три основные зоны. Это известное классическое деление: побережье с субтропическим климатом, это горно-лесной Крым, так скажем, с умеренным таким климатом, и это Крымская степь до Перекопа, которая вплоть до искусственного орошения в 20 веке, она фактически оставалась зоной пустыни либо полупустыни. Это накладывало свой отпечаток на расселение людей в Крыму. Люди могли жить в Крыму прежде всего там, где была вода. А что это? Это какие-то выходы родников и маленьких речушек по побережью. Это в меньшей степени, как ни странно, горно-лесной Крым, потому что да, там была древесина, да, но источники воды были считанные. И нельзя было, скажем, каждый день ходить за 50 километров, чтобы там принести 2 ведра воды или еще что-нибудь такое. А степь была в значительной степени безлюдной. Только там, где были какие-то естественные источники воды, и чуть позже, через несколько столетий, когда стали рыть очень глубокие колодцы, но опять-таки, сколько из одного колодца можно напоить людей и скота, в общем, произошло изменение. Степь крымская была в значительной степени транзитной зоной. Многие века и даже тысячелетия крымскую степь населяли кочевники. Но надо понимать, что крымские кочевники, люди, которые кочевали в крымской степи, они не были, собственно, крымскими. Корм для скота там существовал где-то с апреля по июль, когда появлялась новая трава, растительность, можно было загнать туда стада, они могли поесть этой свежей травы, к июлю, к августу из Крыма нужно было уходить. Поэтому в Крыму жили всегда какие-то кочевые народы или их части, которые на самом деле базировались за Перекопом в Северном Причерноморье, где гораздо больше воды, гораздо гуще трава, где ее можно найти, в том числе и запасти на зиму, либо со стороны Кубани. Но это означало, что Крымскую степь очень легко пройти, на коне проскакать, да, там за несколько часов, можно сказать. Но в Крымской степи очень трудно остаться. И массового населения в Крымской степи не было. Более того, кто контролировал причерноморские степи вокруг Крыма, тот, по сути, контролировал Крымскую степь.
И не только Крымскую степь, но в значительной степени и сам Крым, потому что горно-лесной Крым и южнобережный Крым никогда не обладал достаточными запасами собственных ресурсов для того, чтобы существовать самостоятельно. Или их было очень-очень мало. Так что в Крымских горах могли жить считанные тысячи людей в тех поселениях, в селах, там, в деревнях небольших каких-то, которые могли обеспечить свое существование рыбной ловлей. Ну, там морепродукты, сколько их. И в древние времена практически сбором трав и очень незначительно развитым скотоводством. Другой особенностью Крыма является его большая экологическая уязвимость. Опять-таки, когда ты бываешь в Крыму туристом, ну или там приехал первый раз в жизни и смотришь на его красоты, это, конечно, незаметно. Я помню, как первый раз в жизни, в 1972 году, я был еще школьником, мы с мамой, она первый раз после депортации, там, по путевке в санаторий ехала в Крым, взяла меня с собой, и мы пересекли вот этот перевал Ангарский в районе Алушты, и я увидел южный берег Крыма с перевала. Ну, у меня нет слов, чтобы пересказать свои ощущения. Ну вот, когда говорят, я не поверил своим глазам. Вот это вот точь-в-точь то ощущение, которое я тогда пережил. Это настолько безумно красиво. Это настолько невероятно. Кажется, что вот в жизни такого быть не может. Ну, понятно, когда уже живешь в Крыму, более-менее привыкаешь, особенно жители Южного берега. И понятно, оказывается, что, в общем-то, красота – это важно, но это не единственное. И даже не первое, чем живет человек. Дело в том, что Черное море за последние 1000 лет достаточно сильно изменилось. Примерно в 1996 году была сформулирована теория Черноморского потопа. Речь идет о том, что примерно больше чем 7 тысяч лет назад с нашего времени вода из Босфора и Средиземного моря прорвалась в огромное пресноводное озеро, которым было тогда Черное море. Оно не соединялось проливами со Средиземным морем. Вода была пресная, уровень воды был на 120 метров ниже. И, по сути говоря, Крым тогда был большой горой, которая возвышалась над достаточно обширными степями. Катастрофа была ужасной. Это один из вариантов объяснения легенды об Атлантиде. Для того, чтобы понять, что тогда произошло, надо представить, что в течение 300 дней, это значит, 10 месяцев, через Босфор, который образовался в результате прорыва этой воды, шел поток соленой воды, который в день превышал в 200 раз, подчеркиваю, в 200 раз Ниагарский водопад. Понятно, что это не была такая мирная картина, когда так привольно разливается вода. Нет, это был поток, который сметал все на пути, губил все на своем пути. Это были какие-то местные цунами, волны. Вся населенная кем-то, чем-то, животными и, возможно, людьми степь подверглась затоплению. Это была катастрофа. Фактически выжили те, которые более-менее случайно оказались на территории Крыма, то есть на территории этой самой горы, плоскогорья. Потому что Крымская степь это была тогда плоскогорье на вершине этой горы. Но это не все. Потому что до этого была пресная вода, ее было изобилие, это был Байкал. А тут соленая, очень приятная на ощупь, но совершенно непригодная для жизни вода. Это новые виды растений и животных, которые соленоводные, которые пришли сюда в это время или чуть позже через Босфорский пролив. И, наконец, еще одна важная вещь. В Крыму на дне и под дном, в Крыму, в Черном море, есть большие залежи сероводорода. Это ядовитый газ. Он, конечно, ядовит не так, как, скажем, там Зарин или Заман, но, во всяком случае, если им надышаться, то легко утратить жизнь. И периодически выбросы этого газа идут в Крыму. Были зафиксированы случаи в 2000-е годы и 20-й год 20 века. Это довольно опасная экологическая ситуация. Поэтому, например, добыча газа на шельфе Крыма – это такое занятие сомнительное. Неизвестно, чем это закончится. Наконец, вот этот потоп показал пример еще одной угрозы Крыму.
Я помню, как в 2013 году, в мае, когда я выступал в Нью-Йорке в здании Организации Объединенных Наций на постоянном форуме по проблемам коренных народов, я рассказывал о ситуации в Крыму, о проблемах, и вдруг ко мне подходит совершенно незнакомый человек после моего выступления, никогда мной не виданный, и говорит: «Вы из Крыма?» Я говорю: «Да, знаете, я с Гавайев». И в связи с всемирным потеплением есть такая у нас проблема, как поднятие мирового океана. Многие островные государства и страны Тихого океана сейчас находятся в угрожаемом положении, потому что фактически они расположены на коралловых рифах. И если уровень мирового океана поднимется, то получится, что целые страны, которые сейчас являются членами ООН, окажутся затопленными. Но там нет миллионов людей, но там есть десятки и сотни тысяч, которые буквально потеряют почву под ногами. Острова, на которых поколения их предков столетиями жили, уйдут под воду. В связи с этим мы заказали исследование относительно угрозы мирового потепления, и там среди вопросов был такой: а есть ли в Европе место, которому может угрожать мировое потепление и подъем вод Мирового океана? И знаете, что мы ответили, когда провели его? Что это Крым. В первую очередь Крым. И на самом деле подъем Мирового океана достаточно-таки опасная тенденция, над которой в Крыму никто не думает. И, конечно, я не вижу сил ее предотвратить именно с нашей стороны, но, по крайней мере, она есть. И, видимо, правительство об этом тоже должно задумываться. Потому что вспомните, допустим, пляж между Сакки и Евпаторией. Знаменитый вот этот песчаный пляж, очень красивый, с накатывающимися волнами. Представьте, что вода поднялась буквально на 1 метр. Дальше озеро Сасык, дальше Крымская степь, дальше Севаш. И, по сути говоря, уже теперь не весь Крым, вершина какой-то горы над равниной, а только Крымские горы. Где-то в районе, может быть, северной окраины Симферополя окажется выше этой воды. И причем это же не просто вода, это изменение всей экологии. Я не буду говорить, последствия ужасные, их можно себе представить. Надо сказать, что это не просто такая теоретическая угроза или рассуждение вслух. Дело в том, что в Крыму действительно, начиная с древности, было достаточно много проблем, которые сейчас называются экологическими. Это в том числе сбережение воды, это недостаток плодородной почвы, это определенные ограничения в растительности и так далее. И знаете, это не просто так, это сказалось на крымской культуре. Те поколения, десятки поколений людей, которые жили в Крыму, представлявших разные этносы и народы, может быть, неосознанно, но тем не менее воспитали в силу необходимости в себе особую чуткость к природе. То, что сейчас бы назвали экологической культурой. Люди, жившие в Крыму и являющиеся потомками вот этих древнего населения Крыма, средневекового, они очень бережно обращались с крымской природой. И с растительностью, потому что ее в Крыму всегда не хватало. Но я скажу так, что культура прививки фруктовых деревьев, культура того, что в Крыму считалось всегда хорошей манерой, сажать деревья или распространять растительность, или разрабатывать родники и обводнять какую-то территорию, это следствие той самой экологической уязвимости и недостатка природных ресурсов, которые были Крыму присущи всегда. И это стало частью традиционной крымской культуры, очень важной частью. Что, к сожалению, опять-таки, в последние десятилетия в значительной степени игнорируются, и многие проекты, которые строительные и, скажем так, девелоперские проекты, они, в общем, практически не принимают этого внимания. Ни возможности экологические Крыма, ни присутствие или отсутствие ресурсов, ни то, насколько Крым уязвим и подвержен для всякого рода экологических катастроф. Я думаю, за последние годы мы все были неоднократно свидетелями таких угрожающих событий.